получается, вы за люстрацию. Я вообще за реабилитацию, реституцию. И на основе этого, если все эти исправления будут совершены в системе нарушений, людьми из системы против прав граждан, их свобод, то, может быть, они потом заслужат и амнистию на этой основе. Ну, чтобы нам нужен примирительный процесс, который вот сейчас... Смотри, например, еще свежа рана Жанаузенской трагедии, да? Как можно реабилитировать этих палачей, начиная с людей, которые принимали решения, отдавали приказ, надо стреляли до этих народ? людей, принявших решения, добраться сначала. Угу. Их же никто же не называет. Правильно? Посадили только мелких исполнителей. Но также и посадили. Вот как раз, вот если эти люди придут, покаются, признают, вот тогда на самом деле чисто вот из необходимости, да, примирения общества. Потому что вот, мне вот пример приводили, как решался вопрос по результатам Второй мировой, коллаборационистов в СССР, мы знаем прекрасно, да, людей по лагерям прогнали. Там много кто там сгинул в этих, да, там на Колыме и прочих местах сидели, там на соседях. И то, как это решалось во Франции. Там тоже присутствовало соучастие в преступлениях, да, против человечности. В том числе там Холокост, действия, да, на территории, где оккупированные там, Германией, да, германскими войсками, там, что режимы Виши. В итоге эти люди, там, да, вот, ну, Деголь, как мне, я пытался найти, но не нашел. Ну, по крайней мере, человек, который мне об этом говорил, я так полагаю, что он опирался на конкретный источник, он эту историю не понаслышке знал. В итоге Деголь, он как раз таки сказал: вот, дорогие, мы знаем, что вы на этом зарабатывали, вы в этих процессах участвовали, да, там, то надо вот именно преступления, совершенные против человечности, они за это ответят. А все остальные, будьте добры, там, 1/3 условно отдайте там на восстановление разрушенной Франции, 1/3 фонд развития Франции, там 1/3 там оставьте себе. Ну, учитывая то, что там капитализм он давно был, у них не было, да, такого дикого, там, когда с социалистической собственности вдруг начали там капиталисты всевозможные, да, вырастать у нас в Казахстане. Здесь я думаю, что в принципе мы можем там процентаж там оставить им там 10%. Остальное пусть будут добры вернуть народу и государству. Например, вот возьмем этого Тимура Кулебаева, который владеет огромными богатствами Казахстана. По форсам он там 3-4 миллиарда, что ли. 340 миллионов себя оставит, я думаю, ну, за глаза хватит. Нет, ну смотри, он же заработал эти деньги не благодаря своему таланту, вот как раз об этом речь, а только благодаря родственным связям. То есть какой смысл вообще ему что-либо оставлять? Можно же у него просто все собрать, потому что это не только Кулебаева, да, касается, это касается и евразийской там тройки, всех, банки, да, все. Эта собственность, она была государственной, да, изначально, если мы возьмем. То есть это социалистическая собственность, которую у народа отобрали, обманным путем обманули, там придумали приватизационные пики, они разбогатели, продолжают грабить народ. То есть банки у нас это самые большие как бы такие вымогатели, да. То есть они держат экономику, продолжают вымогать. Ну, тебе не кажется, что вот человек, который посмотрит нашу программу, скажет, что-то Альнур совсем уж добрый, что-то не то, что значит простить? Знаешь, я тебе скажу на этот счет, это не поста, это такое, не то что вымученное, но пережито на длительное время, это мнение и позиция, да, как это из этой ситуации можно выйти, решение условно. Я вот помню историю, которую однажды вот, для СМИ, это видео, рассказал Путин. Он рассказал, как он убежал от крысы. Потому что он это в детстве, он там, когда в Ленинграде жил, там, он говорит, я вышел из дверей квартиры и увидел в подъезде крысу. Она была на ступеньке выше. Я вышел, она увидела, она испугалась.
И она начала бежать вверх. Я за ней побежал, ее гнал, он говорит, я ее гнал до последнего этажа. Все уже там уже больше некуда было бежать. И она когда поняла, что она загнана, она взяла на него, развернулась и накинулась. И он потом уже он бежал от нее. Просто, видите, вот, сейчас вот даже вот пример там с Аблязовым, да? Человек, который его тоже взяли и вот вынудили. Он, может сказать, он потерял, во-первых, да, там, возможность жить в родной стране. Во-первых, во-вторых, там его там по всем каналам его обложили, да, там, я не знаю, там имеет он сейчас какое-то имущество, чем он распоряжается, может, там какие-то заначки там и так далее. Там. Так или иначе он обложен. И что он сейчас делает с системой? Ну, как нас также, да, в свое время, там, допустим, наступили там на мою там честь, да, там меня назвали преступником, Марата назвали преступником, в то время как мы никогда ими не были. Там, еще каких-то, да, много людей именно вот высоко мотивированных, именно столкнувшихся с несправедливостью. Если мы здесь будем в какой-то момент там перебивать, надо признать то, что эти люди, которые сейчас этими состояниями владеют, они так или иначе как-то ими распоряжались. Там. Они не назовут, там есть одиозные личности, которые тупо вот до сих пор рейдерством занимаются, и все, только за счет этого, как пираты, там, какую-то видимость, да, там, благопристойности там, создают, там, и могут покрывать там, расходы своей челяди, да, там, многочисленных там, отпрысков. А вот те люди, которые они при всем при этом, они как-то структурирование какое-то там, дали возможности другим заработать, да, условно, по крайней мере, настолько сильно там по ветру не пустили, да, и там на самом деле там по локоть в крови руки там не омыли. Вот им еще можно будет сказать, хорошо, чисто вот за то, что ты сохранением этого занимался, да, в нынешнем виде там прям совсем не разграбил, на металлолом не пустил, вот мы тебе 10% дают. Вот ты помнишь, что ты обогатился за наш счет. И уже вот оставшиеся 90 просто опять-таки не загонять людей в бочку. Иначе они могут взять и тупо вот развязать гражданскую войну здесь. Только потому, что вот их взяли и прижали. И вот сейчас мы, условно говоря, они бегают за Аблязовым, а потом мы будем за ними бегать. Они увезут также капиталы. Если они узнают, что вот сейчас этот процесс идет, мы будем все там грозить им этим. Они увезут и сейчас условно Аблязовские 6 миллиардов, которые они заявляют, не могут страну затащить. Уже сколько лет. При этом они уже столько же потратили на его поимку. То же самое. Помимо поимки, еще эти суды, мы постоянно будем кормить каких-то непонятных, там, дорогостоящих юристов. Сейчас вот со стати судятся, там, наверное, уже полсуммы. Вместо того, чтобы, ну, мое мнение, я, насколько знаю материалы этого дела, ему должны, на самом деле, 500 миллионов, там, которые, не считая всего остального. Отдали бы, они уже половину суммы отдали неизвестным юристам. Это никакого добавленной стоимости не формируя, тупо вот ходить и кормить вот проходимцев. То же самое мы потом будем, когда вот эти убегут с капиталами, дернутся, они же, в принципе, многие вещи уже у них контролируются через офшорные компании, там, через третьих лиц, там, бенефициаров там, и так далее, там, припаркованы там, в виде там, номинальных держателей третьего, десятого. Как вы потом это возвращать будете? Если вы их начнете гнать отсюда там, поганой метлой, они уйдут, все, сложат там в чемоданчике. Там. Нет, а зачем гнать их? Нет, ты даже если посадишь, ты пока вот это все заберешь, всех поднимешь, те, кто там за рубежом, я говорю, на Аблязова, целое государство 10 лет тратит. Что Казахстан ратифицировал некий документ о отмывании денег, офшорные счета. То есть, опять-таки, он подратифицировал. Что сейчас происходит? Нет, с Аблязовым ситуация иная. Другими беглыми. Почему? Потому что... ты убежал где? Нет, смотри, Аблязов, он на самом деле политический. Как ни крути, почему? Потому что именно Аблязов стоял у истоков создания ДВК 2001-2002 года. Да? Именно он спонсировал канал 16-12К+. Именно он спонсировал АГУ. То есть этого, в принципе, для Европы, для цивилизованного мира достаточно, чтобы сказать, что это действительно политический деятель. Но Машкевич, Шадиев, Кулебаев, какие они политические деятели? Они все время работали на этот режим. Ведь Рахат Алиев, у него же там забавная история получилась. Он тоже пытался выдать из себя политического борца, хотя тут наша сама оппозиция, она его исхавала, сказала, что он нифига не деятель, он наоборот, он палач режима.
он опричник, да, один из опричников Назарбаева, это был Рахат Алиев. Просто у него с амбициями, с головой не было в порядке. Вот он и решил, возомнил себя там лидера следующего, за это и попал. Греция арестовала все его счета. То есть он там хранил деньги. И деньги вернули Казахстан? Не вернули. Вот видишь. Сколько лет? Он давно, он еще больше, чем Аблязов в бегах. Да, но тогда не вернули, потому что тогда Казахстан еще не ратифицировал этот документ. Когда люди говорят, это очень долго, это возможно, когда это будет, это уже вселяет неуверенность людям. То есть, на мой взгляд, всегда надо говорить, ну, давайте хоть сейчас начнем, давайте сделаем, будем формировать. Есть опыт чей-то там, того же самого там, кого-то, Геннадия Крестьянского, да, вот он же, ему 50 лет, он нормально работал, и вот 50 лет вышел и изменился. То есть, вот я лично вот такого что-то не заметил с твоей стороны. С чьей стороны? С твоей стороны, что вот давайте сделаем. Ну, давайте сделаем, как призыв, я еще раз говорю, вот даже элементарно вопрос эффективности у нас мало кто понимает. Люди до сих пор живут в старых стереотипах и установках, да, что надо быстро сделать здесь и сейчас получить. Вот даже вот у нас, по сути, почему такая вот кривая, косая экономика? Потому что люди, они у нас по большей части занимались посредничеством. Ты же знаешь, да, вот эти анекдоты про то, что там условно, там, казах, да, там, предприниматель идет в одном месте договаривается там о поставке товара, а в другом месте бежит договариваться о его покупке. Купи-продай. Купи-продай, но при этом не создай. Потому что ему проще пойти там купить китайское, да, опять-таки поддерживать там китайскую экономику, да, которая сейчас... Нацепить лейбл Made in Казахстан. Да, ну, простейшая вещь. И на патриотической волне это фейк производство делать, создавать. У нас сколько таких вот отверточных производств, то же самое там эти длинномерные автобусы, там вот этот скандал с этим депутатом Маслихата там недавно в сети же, в Фейсбуке же, помнишь, там раскручивают там, автобусы там длинные якобы, да, там, которые не ездят, там, и выясняется, что это на самом деле производство китайское, просто сюда приходит, наклейку меняет, вот и все. И что? У нас вот так же продолжать, что ли, в этом состоянии пребывать? Потому что люди хотят здесь и сейчас. И вот им не нужно вот там сидеть, там, долгое время там разбираться, там, что-то делать, там, пытаться с маленького там узла, там, потом начать там что-то больше. Там, видишь, есть разница между технологическим процессом и политическим. В политическом процессе, вообще в политике все очень быстрее делается. Тебе не нужно изобретать что-то новое. Это не столь... Вот тут даже примеры. А в политике, ну, возьмем Украину, да? Армению возьмем. Им же не нужно было там 5 лет для того, чтобы вот я как раз таки с тобой вот не соглашусь. У меня было общение, да, с человеком, который в свое время устраивал там, я не знаю, там, можно где-то революцию назвать, там, ну, по крайней мере, он смещал Милошевича в Сербии, будучи студентом, еще студент, это активистом. Ну, не так давно он приезжал в Алматы, мы с ним там общались, там, и он такую вещь сказал, знаешь, насколько они там, да, вроде бы раньше, это еще в 99-м же году, да, с Милошевича сместили. Говорит, для того, чтобы реальные изменения, реформы произошли, дошли до конечной, да, там, своей формы реализации, нужно там 2-3 электоральных периода. У нас это там 4-5 лет. От 8 до 15 лет. На то, чтобы, да, у людей наконец-то пришло осознание. Вот даже посмотри, Кыргызстан, почему не столько революций произошло? Вроде бы, да, они взяли еще в дремучем 4-м году, поменяли власть. Убрали там неэффективного тогда этого Акаева. И в то же время нам пришлось на грабли Бакиева наступить. Там. Сейчас Жиенбеков посадил своего предшественника, да, и, по сути, креатурой, которой он является. Который раз вот она революция. Тоже это вот опять-таки, это опять революция. Где вот этот быстрый результат, да, который не надо на него рассчитывать. Тем более в этих вещах. Чем больше мы будем вот у людей гонять, вообще в идеале это просто убедить. Там, конечно, это очень сложный процесс, да, там человеку объяснить, сказать, братан, вот ты там сидишь, да, со своими миллиардами, там,
за счет ресурсов государства, да, того, что там прежние поколения строили, да, там еще вот это уже несуществующем государстве, да, ну, наших дедов, там, отцов и так далее. Вы сейчас берете себе в карман ложите, да, и говорите, что это ваше. На этом там, на всех этих заводах, которые еще маломальски там еще держатся, там, да, там, ходите бабло рубите. В конце концов, при этом делать это не столь эффективно, да, там кучу расходов непонятных, там, непонятно куда, непонятно на что, то же самое экспорт, там, гора родила мышь. Обещали там нам потоки этих туристов, где они там. Да, какую-то известность там, в узких кругах получила и все. И вот эти вещи надо пересматривать. Надо опять-таки, да, у нас очень много людей из страны выезжает. Там, людей, которые здесь уже не видят для себя возможности вот, для текущих своих способностей, для реализации. Они видят их там, за рубежом, там, в тех же самых Штатах, там, в Европе, там, в других государствах. Идут, и на самом деле немало людей, которые достигают успеха. Потому что у нас не создана база для этого здесь, в Казахстане. Мы выдавливаем сами вот людей, которые могли бы сделать прорыв. А когда мы сейчас вот, начнем вот людям объяснять, что давайте просто вот, есть люди, которые вашим капиталом намного лучше вас распорядятся. Но они это будут делать от имени народа и в интересах народа, а не ваших личных. Ну, что ты там вот, куда-то эти яхты, самолеты, дворцы там, похоронишь себя в них, да, там, или прах там сожгем, и в каждом доме там вместо кирпичика там, условно говоря, захороним, да, чтобы там показать, что это твоя собственность, да, там. На тот свет ты не унесешь это все богатство. Смысл? Вообще, просто отсутствующий. Все прекрасно знают, они еще потом хадж совершают, да, там, не знаю, там, искренне или там, просто для виду, чтобы потом сказать, что они это делают. Ну, у нас хадж это как мода, наверное. Я бы не сказал, я, допустим, делал искренне. Ну, таких очень мало. А такие должны быть именно такие, предполагается. Это одно. И вот, опять-таки, кого не хотят обмануть? Народ они уже не обманут. Потому что уже они могут попытаться сейчас, вот на днях же было очередное заседание Совбеза, на котором, опять-таки, вопрос информационной безопасности. Это о чем? Это о тех же самых соцсетях. Как они сейчас думают, как начать их ограничивать. Как заткнуть рот там бассейн, блокируя YouTube, допустим. Видишь, который как раз таки и послужил резонансом для того, чтобы... Это же очень глупо. Да. Почему предреволюционная ситуация – это эволюция? То есть человек сначала сам доходит до этого, например, как ты, да, дошел до этого, с несправедливостью столкнулся. Неважно, какие причины, может, он там сидел на кухне и решил, что вот будет так. У каждого по отдельно. Дальше у него мысль созревает. Надо что-то менять. Революция – это прежде всего перемены. И видишь, даже вот у нас с тобой понимание революции разное. Я революцию рассматриваю как большой процесс. Это формирование, да, нашей идеи. То есть чего мы хотим? Ты, например, сказал, что ты за эффективный Казахстан. Я с тобой абсолютно в этом плане согласен, что нам нужен эффективный Казахстан. Дальше что мы делаем? Мы формируем людей, собираем людей, которые думают так же, как и ты. Что я понял за деятельностью в антигептиле, что нам не нужна огромная масса людей. Потому что огромная масса людей это не является гарантией того, что твои идеи будут реализованы. Поэтому я думаю, здесь, знаешь, я с тобой не соглашусь в каком моменте, да, отсылку делая на историю. То же самое, да, многие у нас приводят там в пример, там, допустим, ряд социальных государств, да, социально ориентированных, там, скандинавские государства, там, то же самое, там, в Европе ряд государств, которые там, то же самое, там, британскую, да, там, люди почему-то туда едут, Швейцария и так далее. Хотя, в принципе, да, был период, когда они были такие же, как и Российская империя, там, да, точно так же отношение там было вообще там, к рабочему классу, там, да, там, к крестьянству и так далее. Не было вообще никаких там представлений о том, что надо о ком-то заботиться, там, то же самое пенсионное обеспечение формировать. Но революция, которая произошла в советской, на тот момент в Российской империи, в итоге создав там, да, новое советское государство, оно конкретно людей, которые правящие классы этих государств, в том числе династии, будучи монархиями, многие из них, они пришли к выводу о том, что если мы сейчас не начнем меняться, мы получим то же самое.
Эффект Совсем бабочки, да? Да. В принципе, у нас власть тоже до какой-то поры там ходила, делала отсылки, пугалки на вот опять-таки Украину, Кыргызстан. С другой стороны, они при этом никаких выводов должных не... Кроме того, что там выставлять там защитные механизмы, они не думали, что надо работать прежде всего с причинами в проявлении недовольства граждан, которые их выведет в итоге на улицу и начнет приводить к тому, что там надо силовым методом смещать власть. Они, вот у них разрыв идет конкретно с причинно-следственной связью. Там многие из них не дружат, там, я не знаю, может даже логики они толком-то и не изучали. Там. Поэтому многие шаги, вот в частности вот этот иск Нуратана против нас, это, они нам подарок сделали, я не знаю, какой... Какой Байбек до этого додумался? Видишь, уже имя нарицательное стало. А это, я вот тебя хотел спросить, Можно закончу, да? У меня вот тоже такой там постулат, тезис, я его часто произношу, там, когда там вопрос начинает, там, вот, ты революцию хочешь? Я говорю, никакой революции. У меня форсированная эволюция, ускоренная, с ее естественным отбором. Динозавры когда-то покинули, да, вот максимум, что сейчас наблюдаем, их потомки прямые, это птицы, курицы, которых мы тут себе там на ужин готовим, да, обед там принимаем пищу. Также яйца, которые там в свое время тираннозавры или там, да, там рапторы там откладывали, то же самое мы куриные яйца там, на омлеты себе пускаем. Это неизбежный процесс. Вот эти этот, задервеневшие, да, там эти бывшие партко, эти партийные там, ну, партократы, да, вот, там в лице там Назарбаев, в том числе к этой категории относится, там и прочие из этой же, да, там гвардии условно стали. Мы должны уйти уже, все. Время их кончилось. Он сейчас что-то пытается старыми методами управлять там уже изменившимся народом. Поэтому вот этот процесс... Мне кажется, он просто сейчас пиарится. Ну, это опять-таки... Нет, пиариться это одно, в то же время он же сидит же там в совбезе, обсуждает там вопросы сельского хозяйства. Что такое? Я понимаю, если бы это был совет там аграрный, да, какой-то, там в Совете Безопасности там вопросы. Ладно, можно еще притянуть, что это продовольственная безопасность. Продовольственная безопасность. Да, ну, опять-таки, человек, который там, ну, максимум, там, где этот яблоки собирал, там, вывозил там на базар, допустим, в Алмату, там, продавал их, там, да, там, сахарную свеклу, там, опыт там имел, да, там, потом вывозил там, их, там в Бурундайский этот сахарный завод, там, еще что-то. Это одно, это вот мелкое там товарное производство, это еще можно там, да, что говорить. А когда в масштабах государства, учитывая, что в итоге мы сейчас делаем, у нас на субсидиях люди рубят деньги, а куча нарисованных там всевозможных там объемов собранного зерна, которые в итоге там таковыми не оказываются. Это просто опять-таки, как в советские годы, там пририсовками там занимались, там, под приписками. В этом плане там, ну, просто этот человек должен уйти. Это уже назрело. Он же и так ушел. Ну, де-факто нет, формально. Как ты относишься к Национальному совету общественного доверия? Тебе делали предложение о вхождении? Задавали вопрос, да. Я сказал нет. Сразу. А если бы этот Национальный совет был не консультативным органом, а реальным органом, который принимает решения, ты бы согласился? Ну, в нынешнем формате, при нынешней власти и инициаторах создания подобного совета нет, потому что, понятное дело, это опять-таки игра. Там, допустим, я туда, если бы зашел, опять-таки, да, просто чисто там, для видимости, создания, да, там, да, кстати, иллюзий там, демократичности, да, начала там, изменений каких-то. И при этом все остальные все равно шли бы там, и делали то, что по разнарядке им дадут указания, там, голосовать там, за переименование столицы, там, очередную, там, и так далее, третье, десятое. Смысл подыгрывать. Опять-таки. Другая сторона, что сейчас, в принципе, мы работаем над тем, чтобы создать там противовес. Что действующему парламенту, там, что там, ну, СОТ это, по сути, некая там, не то, что подмена, да, там, ну, какой-то новый пытается создать институт с учетом того, что дискредитируешь своего там нынешнего там, института парламентаризма, так называемого, да, там в Казахстане, то, что де-факто это просто так называемая там, нотариальная палата исполнительной власти и высшего президента.
Все, что они не говорят, все и делается. То же самое изменение там наименования столицы. Это же сделал же фактически по этот парламент их руками, этими депутатами, в том числе подавляющее большинство которых партия Нур-Отан принадлежит. Те законы, вот которые... по поводу Нур-Отана, да, и Токаева. Меня терзает смутное сомнение, что Нур-Отан работает против Токаева. Пускай. Чем больше они между собой дерутся, нам Вот же смотри, Токаев как бы там поспособствовал, постарался, чтобы Марата Турумбетова освободили, да? Вот. Но Нур-Отан подает на вас в суд. пускай, но они нам же благо же делают. Опять-таки, вот эти их постоянные вот эти ошибки, тактические, да, вот непродуманность действий, оно играет на нас. Оно в очередной раз показывает обществу, какой у них там раздрай, какой у них бардак там, и что их надо менять. И какой у них там Байбек. Байбек, он, наверное, это в истории останется как самый неэффективный человек. Его очень трудно назвать менеджером. Фигура противоречивая однозначно. То, что при нем изменения в городе происходили наглядные, да, это одно. Другая сторона, что этим еще сопровождалось. Потому что вот этот ролик в этот бассейн, там, и в ряде интернет, да, изданий, там, публикаций о том, что его семья в этот период обогатилась там сказочно, да, так скажем, за очень короткое время. Там, конечно, она задает вопросы. Что нет дыма без огня. Ну, грех не обогатиться при такой системе и с таким бюджетом. Как раз таки в любом случае это грех. Смотря в интересах чего ты это делаешь. Если даже не то, что чего там, а если ты на таком посту находишься, ты прежде всего должен быть слугой там, города, там, горожан, там, народа, да, и так далее. В зависимости от того, какую позицию ты занимаешь. Там, предприятие там, возглавляешь или управляешь. Ты должен организовать этот процесс, давать возможность людям максимально свой потенциал использовать на выполнение той или иной функции, да, нацеленной на обслуживание нужд государства, да, там, общества, чтобы оно двигалось вперед. Потому что, я говорю, опять-таки, когда вот это плохо работает, люди начинают бежать из страны, самый, да, там, этот долгий, далекий путь там. Либо просто уходишь там в протест, потому что ты видишь, что бесполезно. У нас, вот, опять-таки, да, рейдера же мы с тобой упоминали. Там. Люди почему не у нас бизнес хереет? Потому что нет гарантии сохранения права собственности. Что завтра не придет там какой-нибудь там родственник, да, кто-то там того же самого. Либо всегда у нас, мы знаем, да, имена конкретных людей, которые приписывают эти всевозможные, там, по крайней мере, слухов очень много. Насчет того, что там то отжал, и потом в этом сказке, там, этот кот в сапогах, там, кому это принадлежит, там, маркизу Карабасу, там, и так далее. Там, много объектов там по городу, ты приходишь, вроде бы читал там несколько лет назад там интервью владельцев этого бизнеса, да, там, создателей этого бизнеса, а потом приходишь и говорит, а он вот этому принадлежит. Думаешь, ну, елки-палки, там. Что такое? Неужели там? А просто говорят, там, а у него такой метод. Идут, там создают, у него там есть соответствующие люди, там, которые приходят, там, и вот тоже смысл заниматься развитием бизнеса, те придут завтра. Я вот когда был на этих всех 3 митингах, там, в день выборов, я же был одним из активных бойкотчиков, только я бойкот воспринимал по-другому, я голосовал против всех, я пошел, подал свой бюллетень, ну, дальше же скучно же, просто пойти домой, там Танков, он вообще как бы подтерся, да, выставил. Я не видел. Он еще потом мне прикалывался. Говорит, все почему-то подумали, что это обычная коричневая краска. Вот. А я пошел на митинг, и я увидел этих людей, кто там... То есть, пока ты сам не увидишь этих людей, в глаза не посмотришь, за что они выходят. Я был вдохновлен этими людьми. Там. То есть, они знали, что они попадут. Моего оператора забрали там. Еще там с ряда там этих изданий позабирали, они просто без этой накидки были. Вот, а я накидку нашел свою старую, там было снизу написано Казахстан, Евразия, короче. Ну, это универсиадовская накидка. То есть и 2 раза ко мне никто не подходил, думали, действительно, может, Хабар и Казахстан. На 3-й раз уже пришли, докопались. Я к чему говорю, что
видел этих людей, видел их веру в глазах, и мне на самом деле было плевать за кого, за ДВК, не за ДВК. Я знал, что эти люди выходят за свои права. То есть я в начале года сидел такой, думаю, блин, у нас вот молодежь, я вот заикнулся, жене говорю, вот у нас такая молодежь пошла, конформисты. Ну, это понятно, что это продукт вот этот вот назарбаевской эпохи. Какой там нормальный может быть продукт? Я еще думаю, нет, все-таки никто не выйдет тут. Я еще такой себя вспоминаю. Я же все-таки в 23 года выходил на свою первую акцию, протест, там, ну, нас всех забрали, там, штрафы повыписывали. Говорю, сейчас такой молодежи ляпнул, и на следующий день смотрю, Асия и Бибарыс там, ну, а правда не будет. Опа-на, опа-на. Я даже написал дневник свободы, точнее, я его написал давно, но я его начал публиковать с той целью, что вот, чтобы люди читали и тоже заражались этой идеей. Потом, когда я с Бибарсом познакомился, я с ним так и не увиделся, но мы с ним переписывались. И он сказал, что он меня знает, и что движение антигептил его вдохновляло. Поэтому я тогда понял, что все-таки не зря я это все сделал. Хотя бы один человек, но это миллион вдохновил. Ну, допустим, для меня вот тоже, да, я благодарю Маржан Хасеновну, Аспандиару, да, Разбека совсем, да, то, что они поддерживают многие наши начинания, процессы и так далее. Там, Маржан Хасеновна представляет вообще, это активное участие принимает. И эти люди в свое время когда-то меня вдохновляли тоже, да, вот своим там, ну, своей там беззаветностью, они там страдали, да, там, ну, вот как-то это, да, ну, тоже считал, что местами это ну, не имело там необходимости. Это, ну, ты говорю, опять-таки, период, когда вот этот такой благостный, да, резкий рост экономики на фоне вот этих цен, да, там, мыльный пузырь, когда у нас надувался. А сегодня я памятуя о том, что они делали на протяжении этих десятилетий, там, тоже понимаю, что, по крайней мере, когда-то это мой там, вклад, да, вот это, в развитие гражданского общества, он тоже кого-то, может быть, там сподвигнет. Но сейчас, что хорошо, через соцсети ты можешь получить фидбэк определенный, да, там люди пишут, там, слова поддержки высказывают, потому что тогда же и СМИ там давили, да, мы буквально единицы знали, а сейчас человек, имеющий там аккаунт в Фейсбуке, он, в принципе, уже как там, да, там, своего рода там, Таллина, там, газета «Искра», там, еще что-то, да, там, транслируя свои там, идеи, мысли, там, свои действия там, через конкретные там, фотографии, там, видео, ты начинаешь там, каким-то образом влиять на формирование общественного мнения там, по конкретным вопросам. И люди при встрече, они, может быть, не лайкают, даже не пишут там в мессенджере. Но когда живьем встречают, те, которые ты знаешь, что там они подписаны, выражают слова благодарности, поддержки. И на самом деле это заряжает. Ты понимаешь, что не просто так делаешь. Вот, ну, тебя благодарю, да, там, то, что мы, конечно, с тобой не так давно познакомились, но сам факт, то, что ты пытаешься также, да, там, через новые инструменты для себя открывая, там, какой-то вклад свой делать, там, то, чтобы люди просвещались, да, надеюсь, и наша беседа тоже каким-то образом там, людям откроет глаза на определенные вещи, там, по-другому позволит им посмотреть, там, потому что проблема многих движений, начинаний, да, там, в том числе благих, как раз таки зачастую их нерезультативность, она является следствием того, что люди застревают в тех или иных методах. На определенном уровне застревают. Да. А надо постоянно искать гибкость. Там, в принципе, я очень много черпаю из военного искусства, военной истории. Я знаю, что победителями в итоге становились люди, которые меняли, пересматривали. Если где-то что-то не срабатывает, надо искать новый путь, пробовать. Поэтому мы, условно говоря, сейчас где-то там на виду, да, у общества находимся, там, власть вынуждена таким образом там, на нас реагировать, там, попытки какие-то, пусть топорные, потому что они этих вещей никогда ранее не делают. Ну, все равно что-то начинают делать. Они сами меняются. Когда они меняют свои тактики, они, соответственно, меняют там, подходы. Может быть, моя вообще задача, чтобы как раз-таки условно, перевербовать многих людей в системе на нашу сторону. Ну, и в идеале, конечно, будет, если истеблишмент, допустим,
после нашего эфира, предположим, там Тимур Кулебаев там и прочие. Скажут, да вы что, я вообще, да, Всё, да патриот. я вот, возьмите. Вот. Возьмите чемодан денег. Не в плане там возьмите чемодан денег. Откройте школу образовательную. Я все, что заработал, я вот дарю Казахстану. Возвращаю. Да, все, сам ухожу там в пещеру закопать, как это. Тибет. Не, зачем? Не, ну пусть будет романтично. Он хадж совершал, он муслим, пусть будет сподвижничеством заниматься, там, с своей супругой, оденут белые одеяния, и с посохами будут ходить по стране и вещать им. И раздавать деньги. Оставшиеся деньги. Вот 3,5, ну, 350 миллионов, ну, в принципе, если там в день пораздавать хотя бы там по $1000, да? Ну, сколько салапов заработает. Пойдет, лично увидит, в чем Да. проблема человека, там, даст им там, 100 долларов. Может, действительно, там, человеку достаточно $100, чтобы там подлатать одежду и потом пойти там себе на сезон заработать и уже выслушать его. Вдруг он лектор у него замечательный, мы же не знаем, скажет, а вот, учу, как заработать $1 миллиард. Все, и потом весь как. Боюсь, на его лекции никто не придет. Ну, откуда ты знаешь? Ну, потому что... Ты просто не видел его, а вдруг, ну, мы же не знаем, он же как-то же это, тоже людей же вокруг себя Он как-то женился как-то там удачно, а это... Да, видишь, причем при этом он не похоронен там в Вене, допустим, тоже показатель. Ну, правильно. Или там не изгнан из семьи, там, да, для того, чтобы освободить место для 4-го мужа. А Сати Казанова еще сделал ему пиар хороший. Поэтому, возможно, твоя версия насчет Тимура Аскаровича и заслуживает внимания некоторых наших слушателей. И самого Тимура. И самого Тимура Аскаровича. Не, кроме шуток, в принципе, вы подумайте, на самом деле, возможно, до вас этот видео, там, этот отрывок там донесут. Да. Потому что в судный день спрос будет другой. Там не будет гражданина Назарбаева рядом, который там условно крышу какую-то обеспечит. Каждый будет за свое отвечать. Ни одна душа не понесет чужого бремени. И самое главное, каждый имеет право на реабилитацию. Также. Если было незаконно, необоснованное привлечение к уголовной ответственности, конечно. А люди, которые совершили деятельное раскаяние, то, в принципе, конечно, мы всегда это будем поддерживать, будем в пример ставить. Потому что человек, наворовав, потом в итоге покаявшись, вернул и раздал все тем людям, которым причинил ущерб, плюс еще и в последующем начал какие-то новые вещи создавать, давая возможность для реализации другим гражданам, своим собратьям, да, соплеменникам, сородичам, просто людям, которые окружают их. Потому что мысль, она присуща человеку разумному, Homo sapiens, которым мы все с вами являемся, поэтому имеем возможность и говорить, видеть, слышать. Спасибо большое. Спасибо, Альнур, большое за участие в нашей программе. Очень много интересного узнал о твоей позиции, о твоих взглядах. Я, в принципе, предполагал, что ты гуманист, но не до такой степени.